В некоторых вузах нету вообще девочек, а если есть, то их количество 5 человек из, 40-60, которые там обучаются, или 1% или меньше даже 1% обучаются. И получается, что их мужья не пускают. То есть девушки, которые вышли замуж, хотят обучаться дальше, хотят работать в этой сфере, но дальше уже их мужья не пускают. Почему? Вот женщины намного ответственней, это мужчина говорит, чем мужчина. Вот у нас сотрудники есть, вот я вижу, говорит, которые если женщина, она будет по-другому работать, то есть она более ответственнее. Добрый день, это новый цикл подкастов от Академии «Три медведя» «Гендернетика. Гендер и энергетика». Меня зовут Зибота Джибаева. Азиатский банк развития в рамках программы развития сектора энергетики предоставил Таджикистану грант. И одним из результатов этой программы является реформа сектора, укрепление его потенциала, включая расширение участия женщин в деятельности энергетического сектора. Есть субпроект по проведению тренинга в области гендера и энергетики. Отсюда у нас и название «Гендернетика», который реализует консалтинговая компания АИЦ. У нас в гостях менеджер проекта Тахмина Хакимова-Рис. Здравствуйте, Тахмина. Здравствуйте, Зибо. Тахмина, нам коротко, в чем суть вообще проекта и зачем, в принципе, такая тема гендер, энергетика? Мы к этому вообще не привыкли. Привыкли, что рулят в энергетике исключительно мужчины. Этот проект вообще возник сегодня, третий день. Мы проводили, кстати, тренинг в области гендера и энергетики для сотрудников Шапакой Тахсимоти Барк, Барки Тоджик, Шапакой Интиколи Барк. Я не знаю, если слушатели знают, что раньше это был Барки Тоджик, и где-то 2,5 года назад они можно сказать, разделились на 3 части. И это Барки Тоджик, Шапакой Тахсимоти Барк, Шапакой Интиколи Барк. Азиатский банк развития сделал определенный анализ глубокий, и также другие банки делали, и увидели, что вообще мизерный процент, можно сказать. Я сейчас скажу, где-то 11% женщин работает в секторе энергетики страны. И получается, что это совсем мало, но когда вы еще углубленно посмотрите на эти 11%, там получается, женщины в основном еще работают, где-то 60% в административной сфере, то есть это бухгалтера, это отделы кадров, такие, офисные работы. В сфере, получается, руководящие менеджменты работают, оставшиеся 40%. Еще, если вы туда пойдете к этим менеджерам, эти менеджеры этих же отделов. То есть цель проекта заключается в том, что дать возможности равные для женщин, чтобы они работали в том же самом Барке Тоджик, ШТБ и ШИП, чтобы они работали в сфере энергетики, но в руководящих должностях. Это должности, которые принимают какие-то решения. Да? И также, чтобы было женщин больше не в административной только сфере, чтобы был акцент делается именно в технические позиции. Да? Пусть будет больше женщин-инженеров. А для того, чтобы были женщины-инженеры, или более в технических этих, получается, что должны быть выпускницы. Где их брать? Да. То есть, и дальше получается, что выпускниц-то нет, или их совсем мало. И к ним поэтому не приходят эти девочки. Вы проверяли как раз-таки, делали исследования и в университетах? Да, мы делали очень много исследований, по-моему, 3 или 4. Мы говорили с девочками, со студентками Таджикского технического университета, также энергетический институт Таджикистана, в городе Бухтаре, и некоторые колледжи, также технические колледжи города Душанбе. Также Исфара. В Исфаре тоже есть филиал ТТУ, Таджикского технического университета, там тоже мы проводили. То есть мы проводили и фокус-группы с девочками, и проводили интервью с деканами, с ректорами, чтобы понять, почему, во-первых, мы взяли у них такие, как говорится, desk research, то есть мы взяли статистику, чтобы понять сначала, сколько же девочек учится. И мы просто были, это мягко сказать, очень были удивлены насколько вообще в некоторых вузах нету вообще девочек, а если есть, то их количество 5 человек из, 40-60, которые там обучаются, или 1% или меньше даже 1% обучаются. И получается, сами же девочки рассказали, и были некоторые выпускницы тоже участвовали, которые уже работают в этих вузах, и сами же преподаватели сказали, что мы наблюдаем, за девушками, даже эти 5 девушек или 4 или 2, если учатся, они очень часто не завершают. То есть если они выходят замуж в промежутке,
с первого курса по 5-й часто это бывает, и дальше все, они уже не возвращаются. Да, университет. И получается, а те, кто заканчивают, они тоже, когда выходят замуж, уже дальше уже не идут. Тут тоже, да, тут гендерный аспект именно идет такой. Гендер — это же вот такие социальные какие-то роли, которые ставит общество на женщин и мужчин, да. И получается, что их мужья не пускают. То есть девушки, которые вышли замуж, хотят обучаться дальше, хотят работать в этой сфере, но дальше уже их мужья не пускают. Почему? А почему вот? Что девушки говорят сами? Потому что они говорят, что там больше мужчин, например, работают. Так, это же мужская считается сфера, сектор. И, видимо, не хотят, чтобы их жены были вокруг мужчин, я не знаю. И, такие ответы были. Но также, роль женщины, как она выходит замуж, ее роль – это смотреть за семьей, рожать, производить детей и дальше, смотреть за всеми, да. Это не нужно ей дальше. Мне кажется, это даже не только сектор энергетики, это просто у нас в культуре такое, да. А как это изменить? Другой вопрос, да. Смотрите, я тут подняла исследование одно, да, которое было проведено Microsoft в 2018 году. И оно показало, что, оказывается, у девочек в возрасте с 11 до 12 лет возникает интерес к точным наукам, да, STEM. К 15 годам они теряют вообще любой интерес как к точным наукам, так и гуманитарным. Гуманитарным наукам, как правило, интерес возвращается, но не к точным. Но 59% девочек, да, которых спросили бы, если бы вы знали о том, что у вас будут равные условия работы, роста в карьере, в таких точных науках, то и была бы поддержка, они бы остались в этих точных науках. То есть, в принципе, все заключается в том, что нет никакой поддержки. И вы, как я знаю, работали с родителями, не только тех студентов, которые учатся, но и помладше. Да. И как вот тут же самое главное начать уже работу именно с родителями, а потом уже студентки. Да, это очень хороший вопрос такой, потому что мы, кстати, я же говорю, 3 дня проводила я тренинг с моей коллегой, и для этих энергетических компаний как раз-таки сегодня мы об этом говорили. То есть, сегодня заключения, такие выводы были, почему на самом деле в Таджикистане тоже, возможно, хоть какой-то процент есть рост интереса у девочек, да, чтобы они обучались в сфере энергетики, а потом через 11 лет или сколько там уже все, уже нету этого интереса. Я думаю, тут тоже играет роль, опять-таки, гендерная, то есть, опять-таки, общественная и родителей. И поэтому, как вы знаете, в нашем обществе все равно, да, мы как-то прислушиваемся родителей, как-то, тем более в сельских местностях, например, да, очень как-то родители решают, да, куда поступают девочки. Поэтому в нашем проекте мы решили обязательно работать, вообще пообщаться с девочками, школьницами. То есть у нас была огромная маркетинговая кампания, очень успешная. Она была сравнительно недавно, в мае мы проводили, это было на севере. Значит, мы провели первую нашу ярмарку в Исфаре в сотрудничестве с филиалом Таджикского технического университета, который в Исфаре. И там было более, до 200 девочек. Также мы проводили важное мероприятие, мы в городе Бустоне провели в Пинджикенте. Это уже со школьницами. И также проводили в Душанбе, но это уже со студентками. Наряду с тем, что мы говорили со школьницами, это было очень интересно, прям как специалисту мне тоже посмотреть на них, что они думают, почему они никто из них не хотел идти в сферу, они даже не думали, что они могут пойти в эту сферу энергетики, и это даже им не интересно было, и они вообще ничего не знали. Но после нашей встречи, мы говорили сегодня тоже, их прям огоньки зажглись, их глаза, как огоньки появились, интерес к этой сфере появился. Мы также проводили, как мы встречались со школьницами, мы также в махалинских комитетах мы просили, чтобы они собрали родителей, потому что без родителей,
как бы это как бы немножко провально, да, нельзя, потому что родители решают все равно, да, куда идет ребенок учиться, тем более девочка. Мы провели, они тоже очень было интересно, конечно, они тоже не видели ни себя, ни своих детей, девочек в этой сфере. Но когда мы рассказали им, мы с собой повезли ролевых моделей, мы их называем, ну, примеров для подражания. С Шабакойта Интиколи Барк, такая ролевая, такая успешная женщина-менеджер, молодая, красивая и успешная. И мы также с нами была Шабакойта Ахсимоти Барк, города Худжанда, топ-менеджер, инженер, не знаю, ну, важно же, да, для таджикского общества, там 3 у нее детей, что ли, замужем, все, то есть, ну, как тут нравится, полагается, да. То есть во всех сферах как бы успешная женщина. Вот их мы повезли. Мне кажется, вот это самое, не кажется, а точно вот это стало очень, ну, сильный мотив, стимул для девушек, нежели вот мы бы сами приехали, сказали бы, вот, сфера энергетики, а вот когда мы этих ролевых моделей, которые там, они рассказали об организации, они рассказали, как они поднялись по этой карьерной лестнице, что это все возможно, как им там хорошо, ну, есть там равные возможности, да, что они могут это, ну, как бы они вот помогли заинтересовать и стимулировать этих девочек, чтобы они дальше уже учились. Но, как вы сказали, вот в этом исследовании, мы тоже в нашем исследовании такой вывод привели, опять-таки 3 дня мы говорили об этом, что необходима поддержка этих девочек. Мы говорили о том, что вот даже сами компании, мы разрабатывали гендерную стратегию для них. Ни одной из компаний пока нет гендерной стратегии. И там в одном из пунктов как бы этой стратегии есть тоже работа со школьницами, потому что они сами тоже понимают, это уже нужно работать. Я даже сказала, не со старшеклассницами, это уже нужно вот подростковый, может, какой-то начальный возраст. Уже чтобы сами компании, ну как бы вот есть классные часы, не знаю, в советское время было, сейчас не знаю, как называется, но такие вот неформальные встречи, когда вот компании могут из их компаний могут туда идти, рассказывать о компании, а также, чтобы были какие-то визиты в эти компании со стороны школьниц. Все это классно. Но зачем женщина в энергетике? Вот вопрос, да, ну то есть у всех он возникнет. Что может принести женщина? Мы убирали этот вопрос, я тут понимаю, что мы не можем без него обойтись. Что может принести женщина в энергетику? Если даются равные возможности, вот мы за равные возможности, то есть та же самая гендерная стратегия, та же самая там, не знаю, это и называется стратегия равных возможностей, проект о чем, да? То есть если дается поддержка, та же самая, как для женщин, так и мужчин, дальше, ну, женщина также может, да сами же, сейчас я вам скажу, вот замдиректор тоже Шабакойта Ахсимоти Барк, то есть я же у каждого из руководства тоже интервью брала, вот, он тоже говорил, вы знаете, говорит, вот мало, да, женщина, вот женщины намного ответственней, это мужчина говорит, чем мужчина. Вот у нас вот сотрудники есть, вот я вижу, говорит, которые вот если женщина, она будет по-другому работать, то есть она более ответственнее. Но я считаю, что, конечно же, больше женщин, вообще разнообразие в коллективе, это даже доказано разными вот исследованиями, да, разнообразие это то есть чтобы и не только, да, коллектив был мужской или женский, да, но вот когда будет вот разнообразие, когда есть, то развивается лучше компания, и ну это даже вот и на прибыльность компании, да, влияет, и на все. И не вижу разницы между мужчиной и женщиной, что почему мужчина может в этой сфере работать, а женщина не может. А знаете почему? Вот мы говорили с этими всеми женщинами, я вот сегодня им всем говорила, вы говорите о лидерстве, мы говорили, и я там не лидер, я чего-то... Я говорю, в каждом из вас я сейчас вижу лидера. Они такие сильные, не хватает уверенности в себе. Где-то там у нее есть, возможно, это, вот эта уверенность где-то там теряется, и у всех этих женщин, даже их ролевых моделей, которых мы везли, первый раз они выступали, там все, но и нет вот этой уверенности в себе. Я-то вижу ее как
вообще для меня она, да, я горжусь, то, что она, вау, ну, я не могу, я не инженер, да, там, я не достигла того, что она. А вот даже будучи там, есть как бы неуверенность в себе, веры в себя нету. А вот когда есть та самая поддержка для женщин, да, и те же самые возможности, которые даются в этих энергетических компаниях для мужчин, больше тренингов, больше обучения, больше поездок, да, там в разные страны, обмен опытом, и какие-то там вот вот они сами про командировки нас не пускают, потому что мы 3 дня говорили сейчас я переведу опять, я по-русски, unconscious bias, называется по-английски неосознанная предвзятость. То есть вот это есть у всех мужчин таджикских, ну, у большинства, давайте не будем обобщать, а тут завтра они меня все ненавидят. Ну, как бы вот это и есть неосознанная предвзятость. Даже на тренинге мы сидели, он говорит, он не понимает. То есть они смотрят на женщин, даже вот те, которые вот Барки, Тоджик, Тамси. Ну зачем женщине вот этим инженерам вот таким? Там же ей постоянно будут звонить, ей же будет сложно, ей надо за семьей смотреть, за детьми. Ну зачем вам? Зачем вот эта трудная работа? Это же так сложно для них. То есть как сами женщины вот выводы сегодня сделали, они, говорит, на нас заботятся о нас, как будто мы их сестры, я не знаю, жены или там еще кто вот и не хотят, и как бы, понимаете, когда неосознанная предвзятость, это как бы они неосознанно это делают, они не то, что они хотят как-то, да, ущемить их права или что, нет, они то есть, но они не думают о том, что, а почему бы эту женщину не спросить, а может она хочет идти сварщиком стать. А может, она хочет пойти эти тяжелые, там, что там. Хотя сейчас в сфере энергетики все автоматизируется. Сейчас вот я была еще вот в Samuruk Energy, тоже как Барки Тоджик, в Казахстане работала. Я помню, на подстанции была первый раз. Женщины не могут, там говорили мне, женщинам сложно. Я такая, иду, там все кнопки. Я женщина, говорю. Вы думаете, я что, не соображу, говорю, вот нажать на вот эти кнопки, там, если меня обучите, что я не смогу, что такого тяжелого? Они такие задумались, да, ладно. Ну, как бы вот. Ахмед, сколько времени нужно будет, чтобы вот такой процесс работы в энергосекторе, да, woman-friendly был, то есть дружелюбен к женщинам, по вашим прогнозам? Времени? Да, сколько времени? Времени это зависит от самих же, ну, и руководителей, и женщин. Вот сегодня, например, мы 3 дня разрабатывали ту же самую стратегию и плане действий, чтобы они дальше, ну, вот работали, если будут предоставляться, не будет вот предвзятой, да, вот этой неосознанной предвзятости, и будут предоставляться равные возможности, и даже просто даже спросить, да, женщину, хочешь ли ты там поехать на эту командировку, хочешь ли ты и так далее, то будут идти какие-то изменения. Но изменения, конечно, быстро не произойдут, потому что даже в той же самой Европе, да, в Америке, все равно, вот если посмотрим, там тоже как бы, ну, еще хуже было, да, сравнительно недавно, с равными возможностями для женщин и мужчин. Я думаю, что Таджикистан в правильном направлении идет сейчас. Также у нас, вот я тоже говорила, как бы, ну, была гражданская война, был какой-то, да, какие-то вот последствия этой войны, и поэтому, конечно же, в этом плане были какие-то трудности. Мы очень надеемся, что мы какой-то толчок дали, и вот это уже зависит от компании. Но на уровне президента страны, да, то есть есть различные стратегии важные, которые он лично сам поддерживает, гендерное, как бы, да, вот равноправие, возможности, есть различные законы сейчас, да, и различные президентские программы. И то, что мы хотели, кстати, вот они сами даже вот в планах предложить, что и в анализе мы увидели, что есть президентские гранты, квоты для девочек, да. Если они в STEM? Вот я хотела этот вопрос задать. Вот сейчас хотела к этому иду. То есть мы когда посмотрели, то есть это для более гуманитарных. Да, здравоохранение. Опять, да, девочки куда? Женские профессии. Нет. То есть. Поэтому мы хотим, чтобы пролоббировали, чтобы именно было в области STEM, вот девочек поддержали. Девочек полным-полно. Те, которые в этих сельских местностях, в Пинджикенте, Бустон, Исфара, я лично сама и мои коллеги поразились просто, насколько умные девочки, насколько они, вот столько энтузиазма в них и столько вот, ну вот жажды к знаниям и к этому всему. Поэтому
есть много девочек, их просто нужно замотивировать, их нужно поддержать, возможно, теми же грантами, стипендиями. Даже они себе записали сегодня, что, возможно, может быть, 5 девочек в год, или даже если 1 девочку в год они начнут сами финансировать, тот же самый Барки Туджик, да, тот же самый, я не знаю, Шабакой Тахсимот, чтобы вот профинансировать уже как будущего специалиста вот для них, то это будет большая поддержка. И, конечно, чтобы были вот у нас вот как бы в рамках нашей коммуникационной такой маркетинговой кампании. Вот сейчас вот эти подкасты, и также будут ролики, да, вот скоро. То есть вот сами же они, опять компании тоже говорили, и девочки, с кем мы встречались, и родители. То есть если будет больше информированности, и будут показывать ролики, и там будут женские лица, там даже те же самые буклеты у нас были женские лица, и то есть, энергетика и женщины, то есть, да, и больше об этом говорить и пропагандировать как-то, то я думаю, что произойдут изменения, да. Да. Ну, у вас нету, да, таких возможностей замерить. Вот вы встретились с 200 девочками, да, например, в СВР. А сколько потом, там, например, через год там, или через 2 поступили из них в тот же, да, технический? И там посмотреть, вот было бы прикольно, если бы можно было потом вот количественно измерить результат. Качественно круто, но количественно посчитать. Да, было бы хорошо, пока проект завершается, но я думаю, что продолжение всё-таки как-то что-то должно быть, потому что... Потому что это результат, он не вот тебе завтра будет. Да. Поэтому... И с девочками, как я сказала, эти, наверное, 8-9 класса, 10 вот такой как бы старшеклассницы были. То есть нужно ждать же, пока они там завершат, и дальше уже пойдут. Было бы классно. Я хотела напомнить о том, что да, мы пишем этот цикл подкастов «Гендернетика», то есть это гендер и энергетика. Мы будем приглашать сюда разных гостей, в том числе женщин, которые уже работают в энергетике и довольно успешно. Мы будем говорить с преподавателями и говорить о том, с какими трудностями сталкиваются студентки, почему их всё-таки мало, и почему это круто вообще учиться на инженера. Будем вдохновлять девочек. И, соответственно, будем встречаться с представителями компаний, которые будут говорить, что они готовы поддержать или не готовы поддержать. Это уже будем смотреть. Спасибо большое, Тахмина. Спасибо. Всего доброго. До встречи. Спасибо вам.